Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Прокуратура привлекла замглавы Чульмана к административной ответственности за волокиту с обращениями граждан. В мае этого года в администрацию поселка поступило коллективное обращение по очистке территории на улице Транспортная. Жители жаловались на обломки сгоревшего дома и строительный мусор, который просили убрать. Однако никаких действий со стороны администрации не было. Чиновника оштрафовали на 5000 рублей. Члены экспедиции, работающей на острове Котельный на Новосибирских островах, экстренно эвакуировали в Якутск. На момент вылета с острова состояние пациента оценивалось как тяжелое, как сообщили в Минздраве республики. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Для эвакуации привлекли вертолет Министерства обороны, базирующийся в военной части поселка Тикси. Невозможность эвакуации больного была связана с дальностью полета, а также отсутствием воздушного судна с нужными техническими характеристиками. Между тем, для Якутска встала другая неожиданная проблема уже со стороны традиционного транспорта. Лошади стали свободно разгуливать по городу. Обеспокоенные горожане стали выкладывать в соцсети фото и видео пасущихся животных. Все чаще их можно встретить прямо в центре столицы. Напомню, что на территории республики действует постановление правительства по отлову безнадзорных домашних животных. Туда входят кошки, собаки и экзотические животные. Но не урегулирован вопрос с сельхозживностью. Сейчас постановление вносит изменения, чтобы включить в них перечень их. Но, несмотря на это, на территории Якутска действует правило благоустройства, которое запрещает выпас скота в неустановленных местах. Административной комиссии в этом году уже рассмотрено 2 административных материала в отношении собственников лошадей, которые осуществляли выпас в неустановленных местах. Мы установили собственников и привлекли их к административной ответственности, именно где послужило административное наказание в виде административного штрафа. Хватает проблем на дорогах столицы и без гужевого транспорта. В столице республики произошло сразу 2 ДТП на расстоянии менее полукилометра по дороге со строительного рынка до ЕКСМК. Из-за происшествий на улицах города образовались пробки. Подробности выясняются. Сделать этот вот шажок в сторону чего-то или потоптаться на месте иногда, потому что надо переждать и подождать чего-то, а потом раз, подумать попутный ветер и вас и под дверью. Ну вот как вот работать в таких условиях? Ну вот, собственно, никак. Между тем, все учащиеся начальных классов Якутии должны быть обеспечены светоотражающими элементами. Такое поручение дал на прошедшем заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в республике первый зампред правительства Алексей Колодезников. Также он поручил организовать уголки дорожной безопасности во всех образовательных организациях республики. В партизанском наследии Намского района Якутии были уничтожены 30 гектаров наркосодержащих растений. Как сообщает пресс-служба МВД, растения сначала скосили, потом сожгли. В уничтожении участвовали полицейские сотрудники администрации, представители ДСАФ России, а также члены Якутского казачьего полка. Сообщается о 400 килограммах конопли. Отметим, что в Намском районе ежегодно выявляются очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. С наркотиками борются не только в Якутии. Одну из крупнейших партий метамфетамина удалось перехватить тайской полиции. Сотрудники изъяли груз стоимостью 45 с лишним миллионов долларов, рассказывает Никита Конев. Тайская полиция объявила о задержании одной из крупнейших партий метамфетамина. Больше 14 миллионов таблеток ябы, сумасшедшего наркотика. Транзитным пунктом в маршруте груза, произведенного в Мьянме, по данным властей, была Малайзия. У наших граждан просто нет средств, чтобы раскупить столько таблеток. Их отправили бы в Европу, Америку, Австралию, Японию, Сингапур и Корею и продали бы там за большие деньги. Стоимость партии наркотика оценивают в 45 миллионов долларов. Полиция задержала 3 граждан Таиланда в связи с этим делом. А берлинская полиция в среду арестовала нашего соотечественника, которого подозревают в изготовлении взрывчатого вещества и подготовке нападения. Прокуратура рассказала о его возможной связи с человеком, устроившим нападение на рождественской ярмарке в столице Германии в декабре 2016 года, рассказывает Алена Островская.
В этом доме в Берлине жил россиянин, которого немецкие власти подозревают в подготовке нападений с применением взрывчатки. Здесь его и задержали в среду. Магомед Али С., полную фамилию полиция не приводит, по данным следствия действовал в сообществе с французом Климентом Б. Его арестовали в Марселе около 4 месяцев назад. О подробностях расследования Фрауке Кёллер из Федеральной прокуратуры Германии. Мы предполагаем, что Магомед Али произвел значительное количество вещества пероксид ацетона в своей берлинской квартире в октябре 2016 года. По нашей информации, Климент Б. и Магомед Али С. собирались сделать из этого взрывное устройство и устроить нападение здесь, в Германии. Именно в октябре 2016-го, по данным следствия, француз покинул Берлин, возможно, чтобы запутать полицию. Пероксид ацетона использовали боевики во время нескольких атак в европейских странах, в том числе в Манчестере в прошлом мае, а также в Брюсселе в 2016 и в Париже в 2015. Кроме того, немецкая полиция подозревает, что россиянин мог быть связан с Анисом Амри, въехавшим на грузовике на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре 2016-го. Оба посещали одну мечеть в немецкой столице, которая была местом встречи экстремистов. Она была закрыта после нападения в Берлине. Кроме того, во время расследования атаки на ярмарке мы нашли номер, сохраненный под вымышленным именем. Французские коллеги помогли связать его с Климентом Б., так что теперь мы знаем, что Амри с ним контактировал. Представитель прокуратуры рассказала, что на момент ареста взрывчатки в квартире россиянина не было. Почему Магомеда Али задержали именно сейчас, а не раньше, в полиции не уточнили. Экстремистская группировка «Исламское государство» опубликовала видео, на котором запечатлены 4 мужчин, предположительно совершивших серию нападений на сотрудников полиции в Чечне. Рассказывает Артем Сторонов. Новостное агентство «Амак», связанное с запрещенной экстремистской группировкой «Исламское государство», опубликовало в среду ролик, на котором, как утверждается, запечатлены подростки, совершившие серию нападений на полицейских в Чечне в понедельник. На видео молодые люди на русском языке присягают на верность лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади. Один из них держит в руке мобильный телефон, на экране которого флаг исламского государства. Агентство Рейтер не может подтвердить подлинность видео или личности запечатленных на нем людей. Тем не менее, их возраст примерно совпадает с тем, который был указан в заявлениях чеченских СМИ. В понедельник произошли сразу 4 нападения на сотрудников сил охраны правопорядка Чеченской Республики. По данным полиции, 4 злоумышленников, включая организатора атак, были убиты. Одному из них было всего 11 лет. 5-й нападавший попытался взорвать себя возле отделения, однако выжил. Он умер в больнице от полученных ранений. Помимо злоумышленников никто не погиб, но несколько человек пострадали. На этом пока все. Берегите себя.